Ой-ой-ой, мына жігіттер. Вах. Вон там машина валяется, вот машина валяется. Вот последствия погоды сегодняшней. Там вообще, короче, провалились вниз. Посмотри, насчет вот это упало только что, да? Да. Вот это только что упало. Сейчас он так потихоньку дойдет, и машина вниз уйдет. Все машины, одна вообще внутри, прям на метр упала вниз. Десятибальные пробки во все стороны. Это кошмар. Мынау магнумның іші. Ана жақ деген ужас болады. Кошмар. Ана жақ вообще тобықтан асады су деген сырттан бері қарай келген кезде. В общем, тобық емес, ложная тревога екен. Тізеге дейін кеп тұр су деген. Такси шақырдым, такси келмей қойды. Сонымен пришлось жолдың ары бетіне өтуге. Ночаға дәрі алам деп тұрып едім негізі магнумға. Қате болған үстіне. Вообще ужас. Ана жақ қатаң екен. Мә. Здрасте. Вчера в Алматы произошел ливень, который унес под землю 20 автомобилей, привел к 10-бальной пробке. Но на самом деле, что стоит за этими происшествиями? Дело в нас, в нашем молчании и бездействии. Мы только снимаем контент, обсуждаем, но не действуем, пока во главе воры и коррупционеры, которых мы не замечаем. Пока мы не изменим это, каждый новый провал будет напоминать нам о нашей пассивности. Пора действовать. Алла, Казахстан. Поймала, молодец. У меня рефлекс. Вот посмотрите, как там хрустальная яма. Он пошел свой телефон искать. Она где-то здесь. Я не Нашел? Нет. Сейчас в кармане с этой стороны. Короче, мы тут стоим, охраняем сами самостоятельно эту дыру, эту лужу. Пока никто не приезжает, я позвонила минут уже 10 назад в МЧС Алматы. Они сказали, сейчас приедут, но никого нет. Мы не можем уйти, потому что люди проваливаются. Блин, пожалуйста, отмечайте кого-нибудь. Ребят, не проходите, не проходите. Не проходите. Здесь дыра. Вот так, до конца, до туда идите. А, вот так? Да, да, тут видите, как самокат, смотрите. Дыра. Ой, да. Не за что. Прям до конца идите там только. Пожалуйста, отметьте кого-нибудь, пусть быстрее служба приедет, потому что невозможно уже. Мы тут стоим, охраняем. Короче, вот здесь по всему периметру лужа залила, и люди все проваливаются просто. Ну, типа, вот это не просто маленькая лужа, там прям яма, и туда прям люди проваливаются, которые просто хотят перейти дорогу. Короче, кинули вот эту деревянную штуку. Аккуратно, не надо. Там проваливаются все, не проходите. Она вон оттуда идет, да, вон мальчик, оба. Да, оба все полностью. Ну вот,
Хорошо, спасибо. Я вас удержала. А что там, яма, что ли? Да, яма, это рык залила или что-то. Видите, вот поставили эту штуку, но она вот до туда аж продолжается. А как ходить? А вот лучше вообще... Смотри, какой водоворот. Это Алтынсарина, Абая. А вот здесь еще вещи принимают. И вот такая вот здесь каша. Замечательно сделали. Прям здесь поставили. Арык или что? Как там вещи теперь все мокрые? Не знаю даже, как сейчас переходить. Здесь вообще такая запруда. Ужас. Смотри, какая. Здесь глина. Ужас какой. Не знаю, по глине пройти, что ли. Вот человек вообще пошел. Вот так у нас ливневки делают. Вот здесь вообще болото. Смотри, какое. Жестко. Вот так просто идешь вон туда. Если надо перейти. Пойду где-нибудь в другом месте найду переход. Это просто что-то. Абай Алтынсарина. Қадірлі анашым, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің мейірімге толы жүрегіңізге және жүзіңізден төгілген нұрға шомылып өстім. Бір-біріне ерегесіп, жаға жыртысатын әдет бар. Осындай келеңсіз оқиғаларды әсіресе қоғамдық орындарда, жол бойында жиі көруге болады. Үшке қарай, солардың ішінде айқай-шу шығаратын, балағат сөздерін айтып, қоғамдық тәртіпті бұзатын әйелдер де бар. Бұл мәдениетті, өркениетті қоғамға жараспайтын қылық еліміздің халықаралық қоғамдастықтағы беделіне зиян келтіретін құбылыс.